Добрый день, дорогие ребята, уважаемые преподаватели, наши московские гости. Ребята, у нас сегодня прекрасное мероприятие. Курдские традиции и современность. Я хочу предоставить слово Фархат Абдурахмановичу. Пожалуйста, Фархат. Хотим прежде всего поблагодарить вас за то, что вы нам предоставили свою площадку для проведения этого мероприятия. Я надеюсь, что ребята останутся довольными, ребята и девчата. Как курдские традиции и современность. Но, конечно, мы сегодня с вами будем говорить не только о курдах, но и вообще об общих темах. И я очень прошу вас по возможности слушайте внимательно, поскольку в конце мы будем проводить викторину. Мы будем задавать вопросы и выявлять, кто из вас самый внимательный слушатель, и, конечно, награждать призами тех, кто успешно, верно ответит на все поставленные вопросы. И эта традиция, она сегодня возрождается по всему Курдистану. Даже если выбирают мэра, руководителя, главу администрации города, то это должны быть два руководителя, мужчина и женщина. Если создается политическая партия, то не может быть одного руководителя политической партии, только мужчина или только женщина. Обязательно и мужчина, и женщина. Эта традиция сейчас распространяется по всему миру, где действуют курдские организации, в том числе и в европейских странах, за пределами Курдистана. То есть это возрождение традиции выравнивания прав мужчин и женщин. Отмечает неразрывные узы между людьми и их традиционной историей. Линии Гувенда руководят двое. Первый танцор, возглавляющий движение Саргованди, ведет линию, задает ритм и направление. Замыкает полукруг или танцует в конце ряда Бенгованди. Их легко узнать в толпе по взвивающимся над головой платками яркой расцветки. Платок в руке Саргованди и Бенгованди – обязательный элемент. У курдского танца своя драматургия с запечатленным бытовым или историческим сюжетом. Гувенда Зерини повествует об истории любви неравных. Бедный юноша влюбляется в дочь богатого человека, и с этой минуты все его мысли обращены к сердцу возлюбленной. Движениями тела танцор пытается убедить девушку в искренности чувств. Древнейшие свидетельства в виде печати изображением женщины, играющей на тамбуре, датируются 3000 годами до нашей эры и были найдены в Месопотамии. Следы инструмента обнаружены также в городе Мосул в Южном Курдистане в 1000 году до нашей эры. Инструмент получил широкое распространение в Курдистане. Ранее он исторически использовался для исполнения различных национальных обрядов. Обучение игре на тамбуре подразумевает высокое мастерство, так как в игре задействованы все пальцы обеих рук. По какому-то одному основному элементу можно определить. По жилетке, правильно, по жилетке. Эляк. Так вот эта жилетка, она относится к северу, к югу? К северу. Кто сказал? Так, правильно, потому что на юге жилетки нет. Тенгбежи – это песни, исполняемые в основном без музыкального сопровождения. Тенгбежи содержит в своем тексте различного рода информацию. Это может быть и воспевание героя, история любви, походы и сражения, восстания, описание исторического события и так далее. Зачастую цари, а позднее господа, имели при дворе певца Тенгбежи, который с помощью песен сохранял исторические события в памяти народа. Песочный, да, но не коричневый. Красный костюм мужчина не носит вообще. Вот знаете, что мужчина красную одежду не носит. А у него красный, ну ничего. Так, пожалуйста. Белый на праздник? Нет. Пожалуйста. Серый на праздник? Нет. Песочный? Черный? Нет, черный нет. Что навсегда спасибо.